Всем привет! Ну, Элина, давай рассказывай, как прошел твой день Святого Валентина. Да, в общем-то, никак. Посидела дома, посмотрела фильм, поела и легла спать. Ну, такое, знаешь. У тебя как? Ты знаешь, то же самое, только с женой. Казань попала в топ-10 городов с наибольшим количеством романтических отелей. Рейтинг составляется на основе разного рода критериев. Например, есть ли в номерах джакузи или можно ли заказать в номер ужин, наличие люксовых номеров или номеров с видом на город. В общем, все то, что ты, наш юный зритель, не увидишь, потому что до сих пор не можешь найти себе любимку. На самом деле рейтинг не открывает что-то новое, в топе в основном крупные туристические города. Москва, Питер, Казань, Ростов, Нижний Новгород, Сочи. Антон, знаешь, что я заметила? Подозреваю. С любимым рай и в шалаше. В Корстене ты хотела сказать. Коронавирус ломает планы даже здоровым. В Казани ограничили въезд китайских спортсменов. Точнее, въехать можно, но придется 2 недели находиться в консервации. Сильнее всех от этого пострадали китайские женщины-фехтовальщицы. На неделе в Казани стартует этап Кубка мира, где помимо медалей разыграют лицензии на участие в Олимпиаде этим летом. Уже разразился международный, хоть и локальный скандал. Международная федерация и китайцы до сих пор пытаются решить вопрос и попасть на соревнования, но наши чиновники непреклонные. Скорее всего, девушки, спортсменки, комсомолки не смогут увидеть зимнюю Казань. КамАЗ запатентовал вот такую вот штуку. Нормальный человек подумает, что в КамАЗе молодцы и они придумали новый стильный прицеп. Но они пошли еще дальше, и заводчане разработали беспилотный грузовик. Мы уже много раз слышали о камазовских беспилотниках, некоторые даже видели, но обычно это была гражданская версия грузовика с электронной начинкой. Теперь вот это. Интересно, как отреагировали на УАЗе, ведь теперь не только у них будет буханка. Госсовет, кстати, уже разработал закон о беспилотных автомобилях. Киберпанк в Татарстане победил. Старикам тут не место. Именно это название фильма «Братьев Коэнов» подходит для следующей истории. Дед 62 лет устал жить на пенсию и решил разбогатеть. К слову, пенсионер из Тюмени. Неясно каким образом, но мужчина открыл для себя Даркнет. Дальше собеседование и переезд в Челны, где дедушка прошел курс молодого закладчика. С дипломом закладчика дилер стал орудовать в Альметьевске. Дед осилил месяц работы, а потом его осилили полицейские. Мы это кратко изложили судьбу любого курьера. Если хотите подольше, то рекомендуем фильм Клинта Иствуда «Наркокурьер». Там все то же самое, но красиво. Рустам Минниханов на неделе встретился с ветеранами войны. Воспоминания, приятные просьбы, теплые слова. Стандартная обстановка для встречи с людьми, которые видели самое страшное – войну. Президент пришел на встречу не с пустыми руками. К федеральным единоразовым выплатам в размере 75 тысяч рублей республика даст ветеранам еще 25. Их получат фронтовики, блокадники и те, кто прошел концлагеря. Труженики тыла и вдовы фронтовиков получат по 5 тысяч. А нам с вами необходимо не забывать главное. Мы в долгу перед этими людьми, и ни одна сумма не способна этот долг вернуть. На неделе выстрелил глава ГИБДД республики Ленар Габдурахманов. Ленар Ринатович высказался, что агрегаторы такси надо бы запретить, а перевозку граждан доверить только таксомоторным паркам, как это было и раньше. И довод вполне себе разумный. Во времена таксопарков все машины проходили своевременное техническое обслуживание, а водители – медосвидетельствование. Но что мешает это делать и сейчас? Габдурахманов же должен знать, что агрегаторы не работают напрямую с водителями. Водители юридически подписывают договора с таксопарками, так вот их и надо проверять, чтобы те проверяли водителей. Главу ГИБДД нужно отправить на повышение квалификации, хотя бы в IT-парк. Сегодня аж 2 видео недели. Одно от меня, Другое от меня. Мое видео вызвало двоякие комментарии в интернете. В Нижнекамске произошла типичная погоня ГАИ за нарушителем. Нарушитель сразу понял, что на дороге шансов у него немного, и покатил во дворы. За почти 6 минут гонки по дворам преследуемый и преследовавший умудрились ничего не задеть и никого не сбить. Но примечательно это все концовкой. Убегавшему в один момент это все надоело, и он просто припарковался. Водители и 3 пассажира продолжили путь пешком на 4 стороны света, а сотрудникам ДПС, судя по концовке, были обескуражены такой наглостью. Мое видео комментировать не обязательно. 11 февраля Акбарс на выезде играл с Авангардом. В перерывах матча традиционно на ТНВ и в группе Акбарса шла трансляция Акбарс ТВ. В гости к Махмуду Аракаеву и Зухрию Разбахтиной пришел бывший игрок Рубина, а ныне полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Больше мне сказать нечего. Чего только не сделаешь, чтобы попасть в Рубин Слуцкого. Ешь коня!
Итак, у нас в гостях игрок ЦСКА. Всем коням большой привет, и он ест конину. Ешь конину! Ешь конину давай! Священное животное для нашего клуба. Давай, ешь конину! Да простят меня болельщики ЦСКА. Не простят они тебе. Напомни, что это конина. А если ты досмотрел до конца, то для тебя небольшой сюрприз станет от Элины.